85 лет исполнилось академику, заслуженному деятелю Якутской ССР и РСФСР Никите Гавриловичу Соломонову. В честь знаменательной даты состоялись различные юбилейные мероприятия, в том числе и в родном для ученого Хангаласском районе. О наследии Никиты Соломонова расскажет Сарглана Ильина. Свой долгий плодотворный путь в науке Никита Гаврилович начал с 1954 года после окончания биолого-географического факультета ассистентом. Посвятил науке без малого 60 лет. Ученого с большой буквы, знаменитого земляка, чествовали в актовом зале администрации Хангаласского улуса. За значительный вклад в развитие улуса Никите Гавриловичу вручили нагрудный знак имени Мазары Базекова. Постарше, когда становишься, наверное, становишься специалистом в своей области, а твоим результатам прислушиваются, твои результаты где-то используют. Вот. Ты видишь своих учеников, которые становятся иногда видными учителями, деятелями науки. У меня много учеников, которые являются заслуженными учителями России, заслуженными учителями республики. Вот уже 20 лет работает научно-исследовательская экспедиция учащихся при Ойской средней школе, созданная по инициативе ученого. Многие школьники всерьез увлеклись наукой, смогли выбрать профессию именно благодаря участию в экспедициях. Никита Гаврилович продолжает заниматься исследовательской работой по сей день. Экспедиция у нас комплексная, потому что занимаемся и геологией, палеонтологией, ищем трилобиты, и биологии, и зоологии, и последние годы еще орнитология. Это изучаем птиц. Например, в 2006 году ребята нашли прямо в Ленских столбах фрагмент черепа снежного барана, который оказался самым большим в мире. 528 научных работ, 16 монографий. Таково научное наследие академика. И Никита Гаврилович не намерен останавливаться на достигнутом. Каждый день его наполнен высшим смыслом жизни, служением науки. Сарглана Ильина, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.